ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник, 23 апреля, 19:00. Администрация города. Заседание Межведомственной комиссии по безопасному пропуску весеннего половодья 2019. Главными участниками заседания стали представители нефтяных компаний. Как показывает практика, все зимние аварии и утечки как раз вскрываются именно весной. Основная проблема в том, что все нефтепродукты во время подъема воды уходят в реки, загрязняя их. Но, как отмечает министр природных ресурсов Роман Полшветкин, в Ухте, в отличие от Печорского и Усинского районов, проблемы такого характера удается минимизировать. Количество инцидентов в течение периода сокращается, в том числе сокращается и объем вылитых на дневную поверхность нефтепродуктов и по компании «Лукойл», и по другим компаниям. Но, несмотря на это заявление, все же проблемы есть, и они давние. Почти 3 года прошло с того момента, как в Ухте выявили масштабную утечку с ярикских нефтешахт. Напомним, рекультивация продолжается до сих пор. Основное внимание комиссии традиционно будет приковано к водным объектам Малый Войвеж, Ярига и река Ухта, которые подверглись нефтезагрязнению 2016 года. И в том числе будем смотреть по готовности пропуску воды в этом году и по недопущению нефтезагрязнений, потому что на Яриге уже стало, как бы то ни печально звучало, традиционным каждую весну выкидывать такие сюрпризы. Представители предприятия, к слову, заверили, что в июле этого года наконец-то запустят новое очистное сооружение, пока на 2 шахтах, а также продолжат рекультивировать те земли, которые были загрязнены еще в 2016-м. В связи с запуском очистных сооружений будем включать дополнительный мониторинг по донным отложениям водного объекта. Запланирована биологическая рекультивация участков, подвергшихся загрязнению. И будем готовиться к предъявлению этих участков осенью. Каких участков? Участок у нас 3Т9, прибрежная часть ручья Малый Войвеж, скважина 2 КН и Сидью, водозабор Сидью, бывшая территория. Не обойдет вниманием комиссии и другие предприятия. За 3 дня работы группа специалистов исследует все близлежащие месторождения, на которых теперь идет добыча нефти. Также будет вестись работа с администрацией города в части контроля на водных объектах. Во время половодья в муниципалитете будет организован ежедневный забор проб для проверки на наличие в воде нефтепродуктов.